Воистину, тех, кто оскорбляет Аллаха и Его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни и уготовил им унизительные мучения. Все ясно. Таким образом, не говори «отец пророка в аду», «мать пророка в аду». Это оскорбляет пророка, алейхиссаляту вассалям. У тебя будут проблемы с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и с его отцами. Разве рай был запрещен родителям пророка, алейхиссаляту вассалям? Странное дело. Имя матери пророка Амина, защищенная, убереженная. Аллах защитил ее. От нее передается множество стихов, которые указывают на то, что Аллах раскрыл ей, что ее сын — это свет, который озарит весь мир. Кроме того, она умерла до того, как был ниспослан шариат и божественное откровение. Те, кто умер до ниспослания откровения, называются люди фатры, промежутка. А люди фатры прощены, так как на тот момент не было таклифа. А вы хотите обвинить их в неверии и кинуть их в огонь? Клянусь, это странное дело. Что касается хадиса, где пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал «Мой отец и твой отец в аду», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был сиротой, и когда он говорил «отец», он имел в виду своего дядю Абу Лахаба. У арабов, когда тот, у кого нет отца, говорит «отец», то имеет в виду дядю. Таким образом, слова пророка, алейхиссаляту вассалям, истина, его дядя Абу Лахаб в огне. А второй упомянутый отец в хадисе умер в куфре, не уверовав. Разве он сказал «валиди», «мой родитель»? Когда